хотелось было объявить мне эту программу временем каких-то немысленных обновлений, потому что уж очень сильно поменялся наш состав. Я готова представить, встречайте, активистка, комсомолка и просто красивая женщина. Анечка, привет. Привет, Оля. Как давно не виделись. Не говори, я так соскучилась по вам. Я целый месяц отсутствовала вообще в городе, но отсутствовала еще и в понедельнике почти. То есть ты только с самолета, можно сказать. Да. Вот так нам повезло. И тема остается неизменной. Это как соблюсти баланс между грустью и весельем. И вообще, надо ли его соблюдать? И нужно ли вообще грустить? Или веселье это не так обязательно? Как ты с этим справляешься, Анечка? Ну, тема баланса, она также важна для человека, как и истина, наверное, да? Ух ты, глубоко вот, копаешь. Да. Вот недавно очень мудрый человек, моему сердцу очень дорогой, знаешь, такую вещь сказал. Вот иногда вот я смотрю «Город женщин», он говорит, возникает такое ощущение, как будто вы ведете себя так, будто вы говорите об истине последней инстанции. То есть, это женский подход, да. Такие, да. А я тогда ему ответила, но сегодня у меня второй ответ созрел. Я вот хочу сказать, все те слова, которые выходят в эфире «Города женщин», они выходят из души, от искренней любви к нашим телезрителям. И я думаю, что мы можем, как сказать, каждое слово, которое выходит отсюда, может человека сподвигнуть куда-то, да? Да, к чему-то. К чему-то, то есть. Собрать пазл, который недособран, может, у кого-то. То есть все идет искренне. От души. От души. Вот так вежливыми словами Анечка только что сказала, что программа «Город женщин» – это волшебный пендель для всех. Ну что, мы рады представить уже первого гостя. Все дело в людях стартует прямо сейчас. И в нашу студию входит, вот прям бежит она. У нас Алена Шкулепа. Это наш бизнес-тренер, бизнес-психолог. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, так сейчас весна, настолько быстро время идет, я даже забываю, что, оказывается, совсем недавно эфир был, и снова я здесь в студии, мне очень приятно, рада. Новому знакомству. Новому знакомству, да. Нет, с Аленой мы уже встречались в эфире. Да. Мы уже встречались однажды в эфире, поэтому рада, что вы опять пришли. Хорошо, вы же сегодня решили про настроение поговорить. Конечно. И вообще про баланс грусти и радости. Да. И помните, как-то была у нас, Оль, как-то программа, когда вы, я помню, тогда сказали, плохое настроение, это оказывается нормально. Да, это хорошо. Ну, то есть мне, как депрессивному оптимисту, это ли не знать, товарищи? Но хочется услышать. Вообще же говорят, понятие «хорошо» и «плохо», оно такое относительное. Да, вот вы не зря сказали про истину в последней инстанции, да, чего-то декларировать там окончательно раз и навсегда и говорить, что вот делайте так и точно будет все замечательно, практически нереально. Потому что даже вот сейчас, сколько бы я ни работала с разными руководителями, да, и каждый раз меня спрашивают, например, хорошая компания такая, да, это и про добро в том числе. Хорошая компания такая, вот они сидят, вот у них все хорошо, там команда хорошая, это хорошая. Он говорит, а вот нам нужны перемены. Я говорю, хороший вопрос вы мне задали. Как вы думаете, вам нужны перемены? Они говорят, так у нас же все хорошо. Я говорю, тогда вопрос, вы чего, собственно, вот эта человеческая сущность, она неспокойная же. Неспокойная и быть неугомонной. Но, тем не менее, сегодня бы мне хотелось вам рассказать про такую вещь, как про управление настроением. Отлично. Да, потому что на самом деле, ну, есть два варианта. И мы, кстати, тоже как-то в одной из программ говорили про рационалов и иррационалов. Есть такие люди более структурные, системные. Да, я пыталась выяснить, кого во мне больше, безуспешно. Кстати, я в этом эфире и присутствовала, походу. По-моему, да. Видимо, мне эта тема вообще очень нужна, поэтому я каждый раз прихожу именно к той теме, где вот мы обсуждаем вообще вот то, что тебе нужно. Коллективное, бессознательное никуда не девается. Вот именно. Оно же всегда, вы знаете, я даже по клиентам своим смотрю, иногда вот ко мне приходят люди, ну, настолько вот с родными какими-то проблемами, потому что, ну, вот... Так и есть. Так и есть, да. Итак, хотелось бы мне рассказать про управление настроением и по большому счету просто рассказать про такую схему, в которой будет понятно, каким образом мы можем как-то вот все-таки балансировать. Потому что, с одной стороны, Оль, я думаю, что вы со мной согласитесь. Иногда нужно и подепрессировать, иногда нужно и погрустить, иногда нужно разрешить себя. И послушать себя. Лечь и на дно. иногда вообще великолепная терапевтическая вещь полежать, поплакать, посмотреть какой-нибудь чудесный фильм, потому что это реально лечит.
Но иногда в нашей жизни наше настроение нам мешает. Ну, конечно. А потом ты входишь в эту вот, в зависимость какую-то впадаешь, такой сласть испытал, и хочешь ее испытать еще. Рыдаешь, рыдаешь, а нету. А есть люди, которые вообще уходят в эту степь навсегда. То есть, как бы, Да, это, всё получается, плохо. это их имидж жизни. Я депрессирующий человек вечно. Слушайте, ну это же, вы правильно сказали, это же привычка. Да, Иногда это плохая привычка. причем. Слушайте, ну не забывайте, пожалуйста, мы вообще в нашей стране, у нас такой вот есть чисто историческая созданная вещь про Да, мы любим жертвенность. каяться Вот, еще. вот, Мы любим вот жертвенность когда, вот честно, я знаю людей, которые любят, когда им плохо. Вот. Они прям вот живут вот плохо, и хорошо, что плохо. И если хорошо, то это нехорошо. И создают кучу условий. И на самом деле, оно же интересная вещь, да, человеческий мозг с человеком творит. Начинают подтягиваться все Конечно. события. Все притягивает, все, что мы там хотим. И он такой говорит, я же говорил, было плохо. Да? Вот. Он сделал Я все, так и чтобы знала. так Нет, было. нет, слово вот это вот. Я так и Я так и знала, знала. что так и будет. Ну, раз ты знала, то так и будет. Так, я не зря вы вооружились. Ну, я фломастерами. всегда хожу, да, я со прям своими маркерами. Итак, хочу сижу. вам рассказать вот такую схемку, показать вам. Каким образом у нас взаимосвязано все? Я думаю, что вы уже про это знаете, но тем не менее. Вокруг нас всех есть среда, да, которая, собственно, ну, давайте такой нарисуем большой круг. Ну, нормально, круг. То есть те события, те обстоятельства, те люди, которые нас окружают. У нас есть еще, помимо всего прочего, у нас есть еще, я же не зря 2 маркера взяла, у нас есть еще мысли наши, мысли, убеждения по поводу чего бы то ни было. При этом у нас есть физические реакции, то есть по большому счету физические реакции. По большому счету это наше самочувствие физическое. Тело. Плюс ко всему, А еще эмоции же есть. Чувственная сфера. естественно, Оля, не спеши. да, не торопитесь. Молчу, молчу. У нас еще есть, естественно, настроение. Это как раз и про эмоции, поэтому все замечательно. И есть у нас еще такая штука, которая называется поведение. Так. И если мы с вами посмотрим, то абсолютно все вот эти части взаимосвязаны. Ну да. Случается некое событие, неприятное для нас. Оно влияет на наши мысли влияют на наше настроение влияет на физические реакции, и, соответственно, это влияет на наше поведение. Поведение это уже есть деятельность. Еще. Конечно. Да. Да. Что-то мы меняем в поведении в своем. Это однозначно отражается на физических реакциях. Естественно, это отражается на настроении. Соответственно, это некий меняет ход мысли. И, естественно, это влияет на среду в так любом без конца. случае. Да. И так без конца. Порочный круг. Конечно. Может, Ну, непорочный? может, непорочный, да. А может и не порочный, действительно. Поэтому смотрите, относительно. если мы с вами говорим реально про вещь, которая называется управление настроением, то мы должны понять, что у нас все взаимоувязано. Не зря же говорят иногда, что как человек, который раздражается на другого человека, он на самом деле раздражается на самого себя. Конечно, он Да. видит самого себя, те качества, которые у него есть. Либо он видит самого себя, те качества, которые есть, либо он злится не на то, что они похожи, а злится, например, на то, что ничего с этим сделать не может. Вот. Ему есть- показали его отражение. Беспомощность. Какая-то беспомощность. И человек начинает раздражаться каким-то образом, злиться. Поэтому смотрите, например, те стрессовые ситуации или те какие-то неприятные ситуации, ведущие к депрессивным состояниям, по большому счету, это наша реакция мыслительная на эту ситуацию. Потому что стресс сам по себе не стресс. Стресс – это наша реакция на некую ситуацию, на некое событие. И для того, чтобы, когда нам действительно мешает наше настроение, мы понимаем, что бывает же, да, вот вы прям унылое существо, не скажу другое, да, слово, вот, и вы не знаете, чего с этим делать, то по большому счету чего нужно сделать? Нужно проанализировать эту ситуацию. Вот у меня сейчас плохое настроение. Почему? Или когда вот бывает же вот эта наша женская тревожность повышенная. Хороший вопрос себе задать. Чего тебя колбасит-то? Вот сядь, Но проанализируй. тогда же придется прекратить врать себе. Многие ли на это согласны? Оля, Ну, это- Оль, тут Это вопрос. прям Вы золото, вот врать себе. Мы думаем, мы обманываем там кого-то, чего-то там, всех обманываем, ходим, а на самом деле мы всегда Только обманываем себя. только себя. Ну, давайте начнем с того, что самая такая неприятная встреча в нашей жизни, это может быть встреча с самим собой. собой, Вот. да. И другой вопрос, готовы мы на это или нет.
И еще раз, чтобы не декларировать как истину в последней инстанции, только каждый отдельно взятый человек может ответить себе на этот вопрос. Хочу я этого или не хочу? Но если я понимаю, что то, что со мной происходит, влияет на окружающих, и это ведет к неким негативным последствиям, возьмите листочек бумаги и напишите Честно. честно, что произошло, какие по этому поводу у вас мысли, каким по этому поводу у вас, каким образом изменилось настроение, что вы начали делать на уровне поведения и как у вас отреагировала физика. Потому что все наши любимые психосоматические заболевания, вот вам, пожалуйста, основа вот этих всех вещей. От хода мысли зависит очень много. Слушайте, есть целая когнитивно-поведенческая терапия, которая, собственно, немножечко вот корректирует Иногда, знаешь, эти прости, вещи. что перебила. Иногда вот простой такой расклад по поводу, как только что ты сказала, он просто способен улучшить физическое самочувствие, то есть повлиять положительно на здоровье. Конечно, потому что у нас очень много еще зависит от вот этой истории, связанная с мыслями и с установками. Вот нам кажется, что это неправильно. Знаете как, вчера буквально разговаривали с дочерью, посмотрели фильм военный, не скажу какой. Хороший фильм. Хороший. Но когда я пыталась ее говорить, ну давай посмотрим вместе, мне сказали, слушайте, я смотрела целую кучу по этому поводу негативных отзывов, я не хочу его смотреть. Я говорю, давай проведем эксперимент, просто посмотрим. То есть ребенок сказал, говорит, я поняла, больше смотреть ничего, никаких отзывов не надо, потому что, оказывается, фильм хороший. То же самое я пишу, значит, у меня старшая дочь в другом городе учится, я пишу, говорю, ты смотрела? Она говорит, нет, я смотрела отзывы, и та же самая абсолютно песня. То есть мы как-то себя настраиваем в рамках каких-то вещей, и у нас какие-то потому в что связи мы с этим хотим реакции. в тенденции где-то следовать, там быть как все, но не выбиваться, как говорится. Ой, Оль, ну правда? То есть- Мне кажется, сейчас вот как раз вот тенденция всем быть не как все. Кстати, Это да. понятно. И Но помните- они же следуют этой тенденции, как все совершенно, потому Ну, что конечно. все Вот смотрят на именно, лайки, вот именно все одно и прикол то в же этом. делают. Помните мультфильм «Замечательная суперсемейка»? Там был такой эпизод классный, мне нравится, там цитаты выдергивать. Когда мальчик, который бегал очень сильно, по-моему, во второй части, не помню сейчас какой, и мама сказала, что все люди уникальны. Он такой, если все уникальны, то никто не уникален. Да, То есть вот точно. эта вот попытка, минута славы хоть любым способом. Поэтому вот эти вещи, возвращаясь к теме, да, как мы думаем, оно же влияет абсолютно на всё. Естественно, это я как в Москве вот была, своего профессора напугала словами, что я говорю, вот вчера мне было плохо, Борис Сергеевич, но при этом я созрела, к чему-то пришла, Да. обрадовалась вечером и говорю, мне вчера было плохо, говорю, погода была такой же, говорю. То есть дождь шел, там снег в Москве. А я говорю, Выяснилось, что вечером я погода- созрела и подумала, ура, я созрела, завтра будет солнце. Утром встала, и там было солнце. Ну, давайте про аффирмации Так. никто не отменял по утрам. Я одно время, у меня была достаточно стрессовая работа в начале моей тренерской карьеры, ну реально стрессовая. И я просто поняла, что вот либо я что-то с этим психологически делаю, потому что я не хотела уходить из этой стрессовой ситуации, просто хотела в нее вжиться. И я придумала себе утренние истории про то, что сегодня будет все нормально. Не так, как ты себе предполагаешь, но будет хорошо, и в итоге тебе понравится. И это очень долго работало, и потом на автомате очень долго работало. Так и есть. Вот. Схема вся? Ну, хотите, я декорирую именно с точки зрения содержания, схема Хочу вся. вернуть Да. на место и уже предметно поговорить. Может быть, есть какие-то, все-таки, мы же любим практику, мы такие все уникальные и при этом одинаковые. Давайте какую-нибудь практику сейчас. Ну вот, я Упражнение- Подожди, упражнения поделаем? Есть такие упражнения? Я сижу и прямо грущу. сейчас? Что мне сделать, кроме того, чтобы подойти к зеркалу и улыбнуться самой себе? Оль, ну давайте так. Вот все эти упражнения, о которых вы говорите здесь и сейчас, они, знаете, как болячки прижигают. В том смысле, что это лечение симптомов. И, конечно, что и это способ, есть разные способы переключения внимания. И вы можете придумать себе ритуалы, утренние, вечерние, какие угодно. Да, а потом переживать, что их нарушили? Нет. А вот вопрос, зачем нужны эти привязки жесткие? Вот смотрите, вот эту вот интересную вещь вы сейчас сказали. Вот нам так хочется черное или белое и раз и навсегда. А так не бывает. Нет, бывает только когда речь идет о каких-то основополагающих принципах, добро и зло. Но мы же не их сейчас касаемся. Мы сейчас говорим об относительных, А мы об касаемся. относительных вещах. Ну вот смотрите, девочки, вот я всегда сравниваю жизнь вообще с сердцебиением. Вообще тело человека очень хорошо подсказывает. Лучший философ, мне кажется, это тело человека и природа. Если мы следим за природой и следим за состоянием своего тела. И вот смотрите, сердцебиение, оно же вот такое вот, как бы вниз, то есть удар. Тебя по голове стукнули, ты сказал,
ой, спасибо, что меня стукнули, я понял, встал, пошел дальше. И вот так вот все время повторяется. То есть, когда мы видим вот такую вот полоску прямую, это что? Это есть смерть. жизнь-то? Это нет, там нет жизни. Получается, что как сердцебиение, то есть нет вот именно только Абсолютно. хорошее, абсолютно хорошее, и все время идти по течению как хорошее, по прямой линии. В любом случае придет удар, это удар, как это? Но после него надо Так подниматься. хочется по-якутски сказать, но это тургуту. Ну, замечательно, скажите. Оль, на самом деле, у меня другая метафора не про сердцебиение, все время про синусоиду. У меня была жесткая математичка, там, в меня эти термины, да? да. Ну-ка, Про то, что на самом деле люди все время хотят вот эту вот действительно ровную вот эту вот часть, а ее не бывает. А я всегда говорю, что если все ровно, значит там отсутствует напряжение. А отсутствие напряжения – это покой. Покой равен смерти иногда. Так что вот так вот пускай будет. Вот так. И это в том числе. Но опять же, мы давайте, да, но каждый же сам для себя выбирает, насколько высоки скачки, да, насколько у нас подскакивает давление и увеличивается Это мы такие количество. мудрые говорим. А на самом деле люди говорят, не я такой, жизнь такая, понимаете? Нет, Алена, знаете, А ещё это к мы чему сейчас меня про подвела? ответственность, вот это уже другая история. Вот когда вы сказали, что вот скачки какие, высоту и так далее, здесь и как раз выходит тема баланса. Да. То есть можно, вот мне опять это тот же мудрый человек, которого я очень люблю, он сказал мне, что есть баланс. Я не знаю, он циферблат имел в виду или планету имел в виду, но есть, в общем, я так поняла, что вот так вот стоит, допустим, баланс, стрелка. Ты так обрадовалась, прыгала и так далее, всем рассказывала радость. Но столько же, чтобы баланс здесь Да. стоял, нужно столько же грустить, к сожалению. Поэтому, Может может быть, быть, это женщина тоже всю свою установка? жизнь, именно женщина всю свою жизнь учится балансировать свое эмоциональное состояние. То есть все было... Счастье любит тишину, как говорят. Наверное. Не все с тобой согласятся, особенно те, кто любит на показ жить, где-нибудь в социальных Кстати, сетях. сегодня особенно, сейчас это особенно как-то актуально. востребовано, актуально, Ну, вот я, да? Жить на показ. наверное. Но тут вопрос, для чего? Да, это же кратковременно. Эта мода пройдет как пыль, а ты со своей привычкой останешься и будешь чувствовать себя невостребованным, ненужным. Это Вот опасно. знаете, какая? Вот тут тоже мне хорошая мысль, буквально на днях тоже, я уже не помню, кто меня натолкнул на эту мысль, но, во-первых, мысль про осознанное существование, да? Потому что вот вы как ни крутите, но это вот, кстати, на фоне 9 мая выскочило как раз вообще более ярко, да? Когда ты начинаешь понимать, чего там был, какой ужас, ты понимаешь, что ты на самом деле перестаешь ценить простые человеческие Конечно. вещи, которые... Ну, потому что это настолько обыденно, Не с это чем раз. сравнить, да. А во-вторых, второй момент, вот по поводу известности, счастья и всего остального, это вопрос мотивов. Что ты хочешь в итоге от этого получить? Просто признание, потому что ты не можешь больше ничем другим, или потому что ты через это признание хочешь сделать более что-то важное, ценное для себя и для других? Потому что Я тут... думаю, вообще там действует бессознательно. Там, по-моему, Как бы какая-то нет привычка сознания. вредная образуется Понимаете, просто. да. Ты в Это как зависимость зависимость. впадаешь. Ну, Зависимость. вот опять же, да, у кого-то действительно зависимость, у кого-то это действительно потребность, у кого-то действительно... Слушайте, ну я вам хочу сказать, с другой стороны, вот это наше любимое российское слово «скромность», вот это тоже не про баланс. Это как раз про ту жертвенность, которая совершенно не нужна. Когда человек имеет определенные способности и может быть полезным другим людям, Он но вот со должен своей быть очень скромностью он скромен. говорит, слушайте, да кому это надо, говорит Нет. он. Ну, Это Я уже считаю, про что из другое. христианской православной веры же. Это же все и оттуда Нет, идет. настоящая скромность Жертвенность. вовсе не в этом. Когда ты говоришь, ну что я там, это может быть ложная какая-нибудь там масочка или еще что-нибудь. Настоящая скромность, она всегда в человеке присутствует, даже в большом профессионале, который говорит о себе, ну, как говорится, заявляет о себе. Скромность не в этом. Ну, вполне возможно. Скромность Я очень не хорошее буду чувство, спорить. Поэтому я тут защитилась. Я не хочу сказать, что скромность плохое чувство. Я хочу просто сказать про то, что ну вот здесь вот важно понимать. Если нарушить баланс, то можно превратиться в жертву. Да, конечно. То есть скромность, если в балансе, она очень хороша, то, о чем говорит Оля. А когда нарушить баланс скромности, то можно как раз-таки уйти в жертву. Да мы же уже решили, что все, что нарушает баланс, нас может Да, в я зависимость. Смотрите, то, что сейчас происходит, прям вот классно показательная вещь, это называется разошлись в терминологии. Если на самом деле выяснить, кто что имеет в виду, выяснится, что... Знаете, как люди спорят, а потом выясняется, что они об одном и том же спорили. говорили, да. Доказывали одно и то же, но почему-то считали, что спорят о разных вещах. Так, ну что, разговор-то не закончен, на самом деле. Ну, У нас так, еще 3 минутки есть. Мы еще можем его и продолжать. Да.
Итак, баланс, веселье, грусть. Смотрите, вот если возвращаться к той схеме, которая у нас есть, мы же можем с вами зайти на изменение ситуации не только через мысли, да, потому что иногда, ну, сложно. Но вот если меня с детства воспитывали быть хорошей девочкой, там, условно, комплекс отличника, ну, сейчас не про комплексы и не про отличника, а просто про хороший, да, вот некие стандарты. А ты понимаешь, что ты в сути в своей немножко про другое, мы можем заходить через поведение, иметь какие-то поведенческие. Не зря же говорят, слушайте, даже на уровне физики, не зря же говорят, начинаешь улыбаться, начинает настроение улучшаться. На этом там построена телесная психотерапия великолепная. Я все время думала, что бред какой-то, да? А потом, когда тебе там помацкали так приятно, там поулыбались, и ты прям... Да. И оно сразу на среду влияет, потому что ты заходишь уже не грымзой в помещение, а уже вот там совершенно в другом статусе. Активно говорят о тонких полях, об энергетических полях. Так и есть. То, что оно есть, никуда не денешься. Конечно. Так это самое-то интересное, что вся эта история, она на самом деле научно доказанная. Никто не говорит про мистику. Да? И, кстати, очень многие психологию воспринимают, да, как некая там трахтибедошная какая-то вещь. Друзья мои, это наука, оцифрованная на самом деле. Статистически доказанная. И именно поэтому психологию никак не могут причислить. Там это точная наука или все-таки это гуманитарная? Потому что она вот вообще прям четко на балансе находится. Там без цифр никак. Сдавали же вышку в институте, и я вышку сдавала в институте. И если вот к рекомендациям вернуться, Алена, 3, допустим, рекомендации, что бы вы посоветовали? Я бы посоветовала остановиться, найти время, взять листочек бумаги. Вот будет бумаги без визуализации, ну никак. Все-таки подумать, что конкретно, на что конкретно мы реагируем. Посмотреть. Желательно это делать, конечно, с профессионалом, потому что профессионал просто задаст нужные, важные вопросы, которые мы... Не в том смысле, что мы не способны, друзья, способны. Нет, мы могли загнать но мы просто глубоко. иногда не видим со стороны ситуации. В чем смысл всех абсолютно профессионалов. Чуть анекдот сейчас не рассказала, но он неприличный про профессионалов. Следующий момент, это вот и вы найти для себя вот те, скажем так, маркеры, которые влияют на поведение, и выработать антимаркеры. Вот утренние аффирмации, какие-то традиции в течение дня. Ведь традиция, Оль, возвращаясь к теме, это же та вещь, которую мы можем... Знаете как? Я в свое время для себя решила такой вопрос, когда, знаете, меня мама очень любит приметы всякие разные. Ну, как-то вот она вот человек оттуда. Суеверие. Суеверие, да. Я поняла, что, слушайте, а зачем мне верить в чужие суеверия? Я себе могу свои создать. Есть такое дело. И ты себе вырабатываешь какие-то такие штучки, которые тебе легче помогают жить. Пусть оно там на уровне суеверия, но на самом деле вот оно это вот такие терапевтические вещи тобой выработаны. Поэтому черная кошка – это классно, а вот какая-нибудь другая, да, можно и задуматься, что это, потому что так это что сами из себе разряда придумывайте ваши традиции. Спасибо большое за то, что так обширно и подробно старалась нам Алена рассказать о том, как соблюсти баланс. И, в общем-то, все получилось. А впереди у нас сюжет, который наверняка сподвигнет вас на путешествие, если вы почему-то до этого еще не дозрели. На нашей планете существует немало удивительных мест, которые по-настоящему завораживают. О некоторых из них мы вам с радостью расскажем. Слышали ли вы когда-нибудь о шоколадных холмах? Да-да, вы не ослышались. Они находятся на Филиппинах, на острове Бохол. Название обусловлено тем, что в определенный сезон покрывающая холмы трава меняет свой цвет с зеленого на темно-коричневый. Всего шоколадных холмов насчитывается приблизительно 1500. Их высота различна, а общая площадь, занимаемая ими, составляет более 50 квадратных километров. Такие огромные размеры являются залогом их величественного и великолепного внешнего вида. Шоколадные холмы на Филиппинах были претендентами на место в списке чудес света. А далее не менее удивительное место. И это розовое озеро Хильер, расположенное в Австралии на острове Мидл. Это уникальное природное явление. Вы только посмотрите на прекрасные нежно-розовые оттенки воды на фоне золотистого песка и зеленеющих эвкалиптов, которые создают просто фантастические ландшафты. Мелководный водоем имеет естественное происхождение. Такой цвет не результат сброса химикатов, а еще одно чудо света. Теперь предлагаю отправиться в Китай и взглянуть на красный пляж Паньцзинь,
Каждый год осенью пляж, расположенный в заповеднике на реке Ляохэ, окрашивается в красный цвет, чем привлекает к себе не только китайских жителей, но и огромное количество туристов со всего мира. Название пляжа в полной мере отображает его особенность. Дело в том, что берег реки Ляохэ усеян морскими необычными водорослями, и в период их роста, к сентябрю отмирая, они постепенно приобретают ярко-красный цвет. Именно в этот период советуют сюда приезжать, чтобы увидеть живой красный ковер, который простилается на километры. А в Северной Америке существует другой природный феномен, называемый Аризонская волна. Удивительно, но она никак не связана с морями и океанами. Это самая настоящая горная структура из песчаника, сформированная в течение длительного времени. По данным ученых, волна появилась примерно, только представьте, 190 миллионов лет назад и содержит породы времен юрского периода. Изначально в этих местах были обычные дюны, которые со временем образовали слоистые скалы, а под действием естественных природных факторов, таких как ветер или дождь, стали появляться причудливые узоры. И завершает наше с вами маленькое путешествие Фингалова пещера, которая находится у берегов Шотландии. Популярность пещера обрела из-за своего удивительного внешнего вида. Она сформирована из шестиугольных базальтовых колонн, образованных вулканической лавой еще около 66 миллионов лет назад. Пещера имеет уникальную акустику благодаря выгнутому своду. На этом все. Путешествуйте и узнавайте мир. Определенно, мое настроение точно повысилось после этого сюжета, и захотелось мне действительно поехать в дальние края. Но все же, если продолжать наш разговор, а я напомню, что с Анечкой всегда приятно говорить о таких глубинных темах, то все-таки баланс. Почему ты решаешь, что баланс – это так важно? Ты вот на этом акцентируешь внимание уже не первый раз. Потому что если мы будем наблюдать за природой, то в природе все на самом деле сбалансировано. Удивительно, вот... Это если ты издали отошел. А вот смотри, зимой холодно, летом жарко. Это вот как раз это и есть баланс. Сколько холода, столько и жары. Так, значит, поплакали, и вот смотри, посмеемся. Оля, я вот думаю, я всегда удивляюсь тому, наоборот, почему вот вроде бы человек дитя природы. Почему он начинает нарушать этот баланс природы? Потому что он создан Творцом. Ах, Он должен творить, он должен изменять этот мир, понимаешь? Изменять или этот творить? Мир. Изменять, творить, конечно, он должен его, но, знаешь, человек существо такое, может, как говорится, нож дай ему, он может хлеб порезать, а может и... А вот у нас в Центре духовности наш наставник сказал, что изменять мир невозможно, потому что он так и так идеален, в принципе. То есть мы просто творим. Ты понимаешь? Наша задача всего-навсего... минус иногда в таком случае. Да. Наша задача всего-навсего состоит в том, чтобы сиять, радоваться и любить. Хорошо, если ты при этом еще добро приносишь людям. Вот. А не просто сияешь и радуешься, вот, как некая... Вот когда сияешь и радуешься и приносишь добро. Вот это вот реакция. Допустим, мы так легко поддаемся на какие-то вот такие мелкие вещи, да, допустим, раздражаемся, банкомат не дал денег, раздражаемся. Да. Пошла отрицательная энергия? Как ты думаешь? Пошла, и в банкомат в том числе. Так вот, давайте-ка прервемся ненадолго, потому что у нас впереди рекламная пауза. Но не переключайтесь, мы ведь вернемся к теме, обязательно это сделаем. И снова здравствуйте, мы вернулись в студию, а в студии уже новые гости. Это Елена Олесова, председатель Центра поддержки семей города Якутска-Тырчи и педагог по творчеству школы для родителей. И это Елена Захарова, специалист по социальному сопровождению семей. Здравствуйте. Здравствуйте. Две Лены, мы должны были сесть между ними. По идее, да, и загадали бы желание. Да. Мы только что придумали свою традицию, вот прямо сейчас в городе женщин, но не будем ее исполнять прямо на публику. Давайте это сделаем после эфира. А пока
Поведайте нам, пожалуйста, я знаю, что ваш центр не извлекает какой-то коммерческой пользы для себя, потому что вы созданы для того, чтобы помогать людям. Расскажите чуть больше о деятельности своего центра. Добрый день. Наш центр работает с 2013 года. В прошлом году у нас был юбилей 5-летний. Вот. Мы помогаем семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, многодетным, Вот на экране мы малоимущим. можем видеть, это те люди, которым вы помогаете, да? Ага. Также при центре работает школа для родителей, проводятся занятия по творчеству, кройке и шитью, психологические, педагогические лекции, кабинет психологической помощи есть, кабинет юридической помощи, консультация логопеда, служба социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, временный приют для семей с детьми, находящихся в социально опасном положении. Понятно. Это столько работы. Да, и большой пласт. Где вы находитесь, площадки ваши, или это Мы как-то свободно? находимся в центре на Ломоносова 31/1, второй подъезд, и там вывеска «Терчи» висит. А кто к вам, как правило, обращается? Что значит трудная жизненная ситуация? Ведь каждый по-разному ее понимает. Ну, трудная жизненная ситуация может случиться с каждым человеком в любой момент. Да? Это и потеря работы, и какие-то конфликты в семье, может быть, даже жестокое обращение с детьми или по отношению к женщинам. И в ходе работы возникла такая необходимость, что нужно вот создать еще временный приют при нашем центре. Мы оказываем не только консультационную помощь, психологическую, юридическую, да, но еще социальную. Стараемся поддержать в такой трудной жизненной ситуации, чем можем. И поэтому вот возникла такой проект, как временный приют при нашем центре, куда поступают люди, вот, которые пострадали от стихийного бедствия, возможно, да, пожары, или, может быть, дом затопило, да, у кого-то, и проживание невозможно. И проживают семьи с детьми. Вот Так. в этом, да. Так получается, это место Да. большое очень у вас? Я вот этого вот сижу и не понимаю. Все-таки у меня эта финансовая часть так это волнует, походу, да. Да. Но Где? имеется в виду, Откуда вы финансирование да, берете? бюджет, баланс, это все. Наш центр поддерживает окружная администрация города Якутска. Вот мы очень признательны и благодарны Управлению по молодежи и семейной политике, Управлению социальной защиты населения и труда, Управлению здравоохранения. Ну и, наверное, пожертвования Да, тоже детский принимаете. фонд «Международные дети Саха-Азии», также вот, целевой фонд будущих поколений. Ну, и очень много у нас социальных партнеров, которые готовы помогать, дарить добро, да, и культурно-досуговые наши мероприятия, для, вот, чтобы семьи побыли с детьми вместе. Удивительно. А специалистов как вы набираете? Это волонтеры в основном или же это Или это какие-то люди, которым все-таки оплачивается их труд? Наш труд оплачивается. Мы как бы работаем на грантах, на проектах, которые каждый год защищаем. И То есть вот, вам приходится еще и да. попотеть, чтобы денежку получить. грантовая поддержка. Ну, а все-таки люди, которые к вам приходят, это волонтеры, это просто добрые люди, или это специалисты, которые целенаправленно хотят работать у вас? Как Есть происходит? специалисты, которые целенаправленно хотят работать, подают как бы заявление, центр занятости, да. Набираем людей неравнодушных, общественников прежде всего, да, которые готовы как-то помогать людям, проявляют инициативу, предлагают какие-то проекты, новые идеи. Это только приветствуется, только рады таким людям. То есть, получается, со стороны все-таки можно прийти. Бывает, человек работал Да, всю жизнь да. каким-то специалистом или чиновником, или хоть на топливной заправке, как говорится, но чувствовал в себе желание помогать людям. Он может к вам прийти и приложить свои умения какие-то? Может, конечно. Отлично. То есть не обязательно, то есть, быть бывшим. А может, я сейчас работаю и могу тоже совмещать? Параллельно. Параллельно. Совмещать можно, Совмещать конечно. тоже можно. То есть Видишь, для добра вы все всегда открыты. У нас общественная людей. организация, социально ориентированная, вот как-то и такой комплексный подход к решению проблем, да, трудностей человека. Это вот главный плюс в нашей работе. А чем вы сегодня- гордитесь? Я, прости, что Сори. перебиваю. Да, чем вы гордитесь особенно вот за то время, пока вы работали? Есть какие-то вот оставившие глубокий след мероприятия или семьи, или люди? Люди есть, которые вот занимались
творчеством. Многодетная семья, которая потом получила социальный контракт, материальную помощь на основе социального контракта, так правильно называется. И сейчас успешно развивает свое дело, участвует в выставках, берет заказы, дает мастер-классы, активистка уже женсовета автодорожного округа. Вот у нас еще активист строительного округа. Но вы сегодня пришли к нам не без подарков. Ну, подарки это не назовем подарками, конечно. А что же это? Да, я Почему? вижу, что Есть вы принесли подарок. что-то с собой в студию. Давайте пройдем и посмотрим, что это у нас. Я хочу встать и посмотреть, Оля. Я тоже. Так, Что это? Это наш Давай я символ. Это птичка-пуночка. Туллук называется. Символ семьи, любви маленькие. ага, и доброты. Наши мамочки делают. Занятия, Тулочки, как бы творчество. по-якутски тулук, они всегда стайкой летают и перемещаются от с юга на север, да, и как бы символизирует, что все семьи, у нас многодетные семьи, и они вместе сплачиваются как-то в нашем центре, за творчеством даже, беседуют, делятся опытом, как-то это тоже, и это вы делаете вместе. да, вместе с родителями. Отвлекаются от трудностей жизни. Так, Вот. это. Делают И вот кормятся, такие сувенирчики, кормят войска, да. якутяночки из кожи, из Также ветра. нам вот помогали как раз и Сахабут, и фабрика Сардана. Материалы они да. предоставляют. Смотри. Все то, что руками сделано, это Брошки из золото. фоамирана. Да. Это золото. Мамочкам нравится заниматься творчеством. Они для В себя это время, шьют. пока они вот занимаются в школе для родителей, творят и так далее, да, шьют, дети, вот, которые дошколят, они организованные, они занимаются в кабинете детского развития. То есть всем найдется занятие. А это взрослый человек сделал или ребенок? Ага, Это мамочки. взрослые мамы. Смотрите, какая красота. Какая Точная роспись. Сардана. Да, это Сардана Очень или искусная Нюргун? работа. Прямо красота. Послушайте, у Снежно, нас сегодня Сардана. тема вот сквозная идет. Это баланс между весельем и грустью. Но ведь по ходу своей работы вы так часто сталкиваетесь именно с грустью, с печальным состоянием в семье, с плохими отношениями, с тяжелой жизненной ситуацией. Как вы справляетесь со своим вот этим негативом жизненным? Или вы не считаете его негативом, но лишь ступенькой на пути к счастью какому-то, хорошему чему-то? Вот, очень правильно подметили. Вот так мы и считаем, так и работаем. Ну, трудности с каждым случаются, еще раз повторюсь, но они временны. И в этом очень как бы такой положительный момент. Всегда что-то приходит и уходит, и трудности бывают со всеми. Мы сами многодетные мамочки, и тоже как бы знаем, с какими проблемами может столкнуться любая женщина. И стараемся просто даже иногда человека важно выслушать. Выслушать, немножко направить, какую-то Поддержать. консультацию оказать, информационную, да, и вселить веру в себя, уверенность и вперед. Непреодолимых трудностей на самом Так деле и в жизни есть. нет. Да. Каждый встречает те трудности, которые может осилить. сам. Вот, хорошо, Как бы это золотые может быть слова. жестоко. Нет, почему Звучит, жестоко? но- Это, по-моему, жизненная мудрость, которая облечена в такие простые слова. И действительно, как говорится, и Бог не по силам испытаний не дает, если брать вот эту вот терминологию. И на самом деле все, что нас не ломает, делает нас сильнее. Так И и значит, есть. мы обязаны стать сильнее. Никуда не денешься. Елена у нас все время молчит. За что вы любите свою работу? Ну, я сама это люблю творить, поэтому люблю это передать свои знания мамочкам. Вот хочу подарить вам вот пуночек Спасибо большое. на память. Спасибо большое. И знаете, вам один секрет скажу. У нас елка до сих пор стоит. Ага, там Да, есть. Конечно. Добро пожаловать в наши Желание ряды. скажете? Переплюнешь меня или нет? Я в августе убрала. Был такой год, когда... Переплюну. Так, ну все, у нас тут новая пари завязалась. Да. Так, ну что, у нас все-таки беседа Ты протекает. знаешь, что у меня такая мысль, Елена, вот говорят же так, что у нас, особенно у народа саха, ну вот, когда женщина шьет, она приходит к какой-то вот стабильности, я не знаю, какой-то баланс. Успокаивающая. Да. Она впадает в такое состояние, которое Успокаивает, хорошо ага. влияет на всю Действительно? семью. Да? Это так?
По-моему, так. Я Умиротворение. шью, у меня девочка тоже шьют, доченьки. Мгм. Старший 12, потом 10, 8 и младший. Ох, полтора какие годика. молодцы. Все девочки, я их, ну, и учу тоже шить, заниматься творчеством. Вот. И это действительно влияет на Влияет, атмосферу в семье. Ага. Ну вот посмотрите на Елену. Спокойно, красиво. И занимается любимым делом. Ага. Это ли не идеал? Идеал женщины, так и есть. Действительно, просто вот это вот шитье, нам кажется просто, что это так просто сидеть и шить. А на самом деле, действительно, в период, когда ты шьешь, собираешь свои мысли, балансируешь свое состояние. Помимо приходишь того, в что ты какую-то еще целую кучу стабильность. навыков Да. в себе формируешь. Да. Скажите, пожалуйста, ваши пожелания нашим телезрителям и всем тем, кто, возможно, обратится к вам за помощью. Мы У нас есть телефон 749-911. Можете позвонить, записаться. к логопеду, к психологу, к юристу, и также проконсультироваться можете по каким-то интересующим вас вопросам. И мы всегда рады. А вас. есть какой-нибудь, также- может, горячая линия, где может человек позвонить и сразу обратиться? Или Ну вот пока... этот телефон 749-911. И То там есть- сидит психолог, да? Прямо как администратор. 911 же, Ага. есть же такое? Ну, бывает, всякое бывает в жизни. Администратор, но он в курсе как бы всех, Всех записывает. всей работы, и поэтому Мгм. может и записать, и направить, и оказать помощь. Мгм. Отлично, ну это вообще вот такие вещи на самом деле очень нужны. Хотя в последнее время, может быть, кажется всем, что люди стали редко обращаться к тому же психологу за помощью и так Ну, ты далее. знаешь, психологи тоже Мне достаточно кажется- себя девальвировали, грубо говоря. Ну, Это есть как, такое, как- есть как такое. любая сфера. Я хочу сказать, что последовательно себя дезавуировали. И священство сначала, и учительство, и кто только не, включая психологов. Но я Вот. думаю, именно вот такие вот организации вот сегодня, мне кажется, они особенно востребованы. Знаете, вот когда открывали школу тоже 3-го возраста, думали, что никто туда ходить не будет на самом деле. Ну да. А эти школы сейчас заполнены. То же самое, я думаю, что и у вас, в вашем центре, наверное, вначале, может, и были какие-то сомнения, да? В ходе Будут работы, поступать. получается, мы изучаем людей, их потребности, да, и с каждым годом как бы стараемся увеличить сферу наших услуг. Да, да. Спасибо вам большое за то, что вы к нам сегодня пришли, за ваши подарки. Большое спасибо. И, конечно, мы желаем вашему центру, чтобы вы по-прежнему помогали людям, но и констатировали при этом, что людей, которым нужна прям такая немедленная и очень большая помощь, их становится меньше. Что люди сами способны уже вставать на свои Так и ноги, есть. опираться на свои опоры, помогать не только себе, но и другим. И с тем, чтобы ваш центр был только самой большой помощью для них, чтобы делать добро другим. Спасибо большое. Спасибо. Ну а мы прерываемся ненадолго, вернемся через минуту. Оставайтесь с нами. Вернулись в студию и готовы встретить новую гостью. Человека, который уж точно способен поднять настроение любой девушке, женщине, даме. В общем, любому человеку, который мечтает быть красивым. Встречайте, Мария Корякина заходит в нашу студию. Это основатель и ведущий тренер Центра наращивания ресниц Premium Lash. Ура, ура! Здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Да, нам тоже. Так, Мне очень я, нравится когда мы созванивались прихорашиваться. сегодня, слышала, что на заднем фоне где-то ребенок без конца что-то требовал от мамочки. Как удалось тебе вырваться? как Вот говорится? сейчас оставила ребенка у бабушки и прибежала сюда. Ну, вообще всегда стараюсь совмещать с самого рождения ребенка и бизнес, потому что я решила открыть, точнее, увеличить свой салон, когда я забеременела. Вот. Вот такая здравая мысль пришла, да, в голову? Да, ну то есть Но захотелось говорят же, что всё и нельзя сразу. идти на поводу у беременных-то, что они немножко того могут в империи куда-то Точно, улететь. да. Все-таки безумные идеи приходят в период беременности. Да, ну вот как-то А у тебя все срослось? все срослось, да, и как только ребенок родился, я сразу как-то, ну, гармонично так влилась в работу, не засиживалась дома, там, чтобы там сальные волосы, истерики там и так далее, да, вот Халаты, эта депрессия, бигуди. халаты сальные, то есть такого не было. То есть я все вот как-то вот гармонично влилась в работу, и вот до сих пор работаю, сейчас ребенку 2 года, Так. ну вот скоро мы хотим пойти в садик.
Так. Ну, то есть бабушек, дедушек Освободить? отпустить на волю и пойти в детский сад. Мгм. Вот так вот. Ну, то есть какой-то очень здравый такой баланс соблюден. Опять же, твое любимое слово «баланс». Да. Как соблюсти вот этот баланс бизнес-семья? Ну вот, на самом деле нужно правильно расставить приоритеты. Так. Потому что все-таки для женщины самое главное на первом месте стоит семья. Все равно в любом случае, да. Поэтому я стараюсь, конечно, соблюдать грамотный тайм-менеджмент. Без этого вообще никак. Также, конечно, у меня есть мои помощники. Это мой муж, он меня очень поддерживает, да, то есть он приходит с работы, а я бегу на работу, или выходные, у него выходные, а я, значит, иду на работу. То есть сначала было так. Потом, конечно, нас поддерживают очень хорошо бабушки, дедушки, как с моей стороны, так и со стороны мужа. То есть они вот постоянно, когда я иду на работу, они смотрят за ребенком. Ну, вообще дедушка, конечно, это мой папа, он прямо полностью посвятил себя практически внуку, очень сильно его любит, очень долго ждал, да, поэтому вот поддерживает. Вырастет мудрый ребенок. Да, да. Ну вот есть сейчас взрослый. мы, конечно, я тоже половину времени, допустим, до обеда с ребенком, потом там бабушка или дедушка, да, потом я бегу на работу, потом, ну вот так вот стараюсь. И вот именно распределив приоритеты грамотно, да, то есть что мне нужно сделать. Я не делаю ничего лишнего. Ну, то есть я стараюсь сделать только то, что действительно сейчас важно, допустим, по работе. То есть я не хватаюсь там за все подряд и так далее, да. То есть я стараюсь расставить свои цели на месяц, делаю планирование. Очень классная штука есть, это интеллект-карта. Да, Интеллект-карта, на да, компьютере. хорошая вещь. Да, интеллект-карту составляете. На компьютере сейчас везде есть, на сайте любом можете зайти, ввести интеллект-карты, либо можно от руки нарисовать, да, если там нет возможности. И я рисую вот планирование, получается, месяца, да, и разделяю его на все сферы. То есть у меня что сферы, да, это вот семья, ребенок, работа, уход, потому что, ну, себя же тоже нужно, да, не ограничивать там здоровье. И вот эти все сферы я распределяю и пишу уже из этих сфер, что я должна сделать в этом месяце. Но я, конечно, стараюсь себя сильно, да, не перегружать, потому что раньше, когда не было тайм-менеджмента, у меня, конечно, волосы дыбом стояли, я ничего не успевала. 24 часа в сутки это было вообще крайне мало для меня. Казалось, что что вообще, я ничего не успеваю. А на самом деле нужно, оказывается, было успевать только то, что действительно важно. Мария, слушая вас, я подумала, что вы Идеальная может, женщина. вы немец? Почему? В Германии живут так. Педантичный человек. Знаете, в Германии говорят, мой профессор в Москве, он очень хорошую вещь мне рассказал. Вот говорит, знаете, какие пунктуальные и такие четкие, говорит, немцы. В общем, назначил с ним встречу профессор из Германского университета, встречу. Он говорит, на улице стоял апрель. Он мне говорит, 12 мая, допустим, встретимся в 5:30. Приеду В я. апреле это он Да, говорит. в Москву приеду. В апреле он это говорит. Ну, Борис Сергеевич говорит, хорошо, я вас буду ждать в четверг, 12 мая, там в 5:30. Потом Борис Сергеевич ближе к дате обнаруживает, что это не четверг, то ли пятница, то ли среда получается. Ну, там, то есть, не попадает дата. Тогда он подумал, господи, он перепутал, что ли? Позвонил к нему и говорит, 12 мая это не четверг. А он говорит, какой-то, а какой год-то? Да, а он говорит, не в этом году, Борис Сергеевич, в следующем году. Это, по-моему, был какой-то троллинг. Так и передайте, Понимаете, Мария Мария, Сергеевич. вот эта история ко мне всплыла, когда Мария начала рассказывать. Нет, на самом И знаете, деле какой не вопрос прямо у меня вот так, созрел да. по этому, Мария? Не скучно Бывают ли дни, когда хочется Нарушить все. лечь, тумс? Вообще, на И самом все вот эти деле, вот написанные вещи, вот Да. Порвать просто... в клочки. вот, на самом деле, порвать? планирование такое, ну, не жесткое, не так вот, что там, я с вами встречусь, так знаете ли, через месяц, во столько-то, и не раньше, и не позже, то есть не так. Это Всё такой гибкое. вот, да, очень гибкое. Если, допустим, вдруг, да, я себя плохо чувствую, там, и заболела, или я там не в ресурсе сейчас, то я могу все отменить. Если вдруг заболел ребенок, допустим, да, или вот что-то Вот-вот, такое, да. форс-мажор. Форс-мажоры. Я это все свои дела я переношу на другие дни, когда мне лучше или когда ребенок выздоровеет. То есть эти дела, они не срочные. То есть я это все могу сдвигать и менять полностью свой график. И также, конечно, вот про
как вот сказать про отдых, это тоже все обязательно, да. Отдых, когда вообще ничего не делаем. В общем, А грустно корректировка, бывает-то грустно, корректировка по степени важности, понимаете, Да, это вот происходит. по степени Оля, наша тема же важности. грустно. Это да. бывает, Мария, когда-нибудь? Глядя на Нет. лучезарное лицо. Я всегда позитивна, на самом деле. А зачем грустить? Все же хорошо. Да, Все супер. никогда, А ведь говорят, никогда что надо. не бывает а? грустно. Вот человек только что сидел на Манечке и доказывала, что сколько посмеялся, столько и поплачь, пожалуйста. Нет, на самом деле это стереотип, Так. который просто вот, ну, навязан, наверное, как вот Ну, либо у обществом, кого-то да. работает, а у кого-то нет. Да, ну на самом деле, что, ну, Вселенная, она такая, как сказать... Что попросишь, что и даст? Ну, она благодарная. Ну, то есть счастье не значит, что у нее там есть лимит какое-то счастья. То есть я тебе дала кусочек, все, ты сегодня там столько там уже посмеялась, все, с тебя хватит. То есть не так. На самом деле, как говорят же, подобное притягивает подобное. Вот. Там счастье притягивает счастье, там беда притягивает беду. Вот я тоже так считаю, поэтому Да, и стараюсь добро возвращается всегда всегда. быть... Да, Ну и добро зло всегда таким образом возвращается. Да, А поэтому- это служит примером тому твоему поведению, допустим? Думаешь ли ты, ограничиваешь ли ты мрачные мысли там, или Конечно. деструктивные мысли, Вот и осуждение вообще, кого-то? Да, вообще я это полностью ограничиваю. Я не смотрю, допустим, новости плохие. Почему, вот, допустим, да, мне смотреть, все равно в WhatsApp отправят. Да. Как бы специально я ничего это Нет, стараюсь ну не новости-то это смотреть. полбеды, там А нету душки-подружки? такого груза. А вот ток-шоу Оля хотела про сказать. душки-подружки, да, которые Душки-подружки, придут но у и- меня и все будут мои подруги рассказывать. такие же У позитивные. кого-то это, то все, то. Ну, Нет, наверное, нет у таких. нас, знаете, вот у меня такие подруги, у нас у нас такие интересы, что постоянно какие-то проекты, какие-то новые идеи, круто. какие-то вот То что-то есть вот это такое. содружество. Да, Это Да, то есть у нас Всё нету время такого, в творчестве вы что... живете. В творчестве, да. Поэтому Да. у нас нету такого, что там кого-то обсуждать, Да. кого-то там что-то нет. То есть мы встречаемся, у нас такой поток мыслей. Подожди, а Вдруг девичник? такие-то. А обсудить парней и вообще чужих мужей своих тоже Во-во-во, заодно? вот я о чем и говорю, Оля. Мы тебя сейчас выведем на чистую воду. Подожди. Ну, стараемся, конечно, если, допустим... А так все равно есть, да, интерес. Ну, если, допустим, вдруг какая-то проблема, да, то мы вот делимся, но как бы не так, Но не что там- впадаем в- Да, не впадаем в то, что а вот мой муж, а вот твой муж, а вот этот муж, это... Нет, то есть не так вот. Я, допустим, вообще стараюсь там То есть ты личную не жизнь... поддерживаешь такие разговоры? Да, и подружки личная тоже? жизнь, она личная. Ну, то есть ссоры из избы не выносят, как говорят, и муж у меня всегда отличный, суперский, самый классный, все. А это соответствует действительно? Конечно, да. Вот правда, так оно и есть. То, как мы думаем про наших мужей, да, Мысли такие они материальны. и бывают. И вот кто постоянно жалуется на мужей, вот Они, они скажем, сами Юме, своими мыслями хочешь себе козла генерируют. мужа, каждый день говори ему, что он козел. Он Да. со временем превратится в козла. Вот. Нет, на самом деле нам нарисовала сегодня вот Алена Шкулепа, действительно, вот эту табличку, вот все взаимосвязано. Да. Мысли, да, то, что ты чувствуешь, потом выливается в твое поведение. Стало быть, надо Конечно. изменить свои мысли, свои Да, чувства. то есть стараемся фильтровать вот эти свои негативные мысли, свои вот какие-то вот... бывает же, что минутки депрессии там, Да, или вот, да, вот это, вот это все грусти. тоже грусти, да, это тоже все стараемся сливать, все полностью. А вот доказала ли ты на себе действительно вот это вот понятие, как счастливая мама, Да. счастливый ребенок? Это действительно так, потому что если бы, допустим, да, меня бы заставили бы сидеть дома, то есть полностью убрать, допустим, саморазвитие, для меня работа, да, это творчество, то есть это мое средство как бы самореализации, то есть это не для того, чтобы там зарабатывать деньги и так далее, да, то есть я не приношу мамонта в дом. Да, это для меня просто как бы средство реализации. И если бы мне бы тогда бы сказали, все, сиди дома, И я смотри бы- за ребенком. И смотри за ребенком, я бы, наверное, вообще почахла бы там. Нет, я думаю, ты придумала бы так, Ну, и либо сейчас я мы с вот тобой бы что-то бы вступили бы в придумала. клуб домохозяек. Да, либо там Имени какой-нибудь Марии такой бы Корякиной. клуб Может бы быть, да. придумала. Ну, Да. действительно. Ну вот Ну, что-то бы вот делала все равно. Да. Потому что я такая вот, мне нужно что-то создавать, творить, общаться. Вот, я вот Я это вот, все очень у меня люблю. вопрос именно вот заключался в том, что вот ребенок, он же не страдает, когда мама Да, счастливая, да? вообще То не есть страдает. занятая мама, бывает же такой вопрос, ой, вся в бизнесе она там ходит, а бедный ребенок болеет, страдает Ну, и это так же далее. только Нет, слова на самом чужие. деле такого не бывает. Тьфу. Ну, то есть я счастливая, прихожу с работы домой, но я не работаю там вот сейчас, допустим, да, 24 часа в сутки там и так далее, да, как до беременности. Я все равно соблюдаю вот это вот режим работы и так далее. То есть я прихожу вся такая счастливая, посвящаю ему полностью свое время, Да. мы играем и так далее. То есть я счастлива, малыш
счастлив. А если бы я бы пришла бы Счастлива мама, такая вся, счастлив малыш. допустим, Запаренная, да, вся такая недовольная. уставшая, недовольная, постоянно бы там что-то свои Но просто с угрызения работы же были. многие Нет, приносят нет. эмоции. Получается, Вот. ты их оставляешь за порогом. Да, конечно. То есть бывает, вот знаете, очень есть классное упражнение, да? У нас 20 Щелчок. секунд. Так. Щелчок и полностью вот переключаешь. Вот. Это вот как представить старый телевизор. Вот там вот есть такой щелчок. Ну, И перед- такие Переключаем на Входной двери. позитивный канал. Тукс. Все. Не Вот переключаем на, делайте. не мама бизнес, а именно сейчас все мама. Да. Мама, жена, Да. все. Вот так и переключаете Круто. Да. все свои внутренние ресурсы на нас. Ну что, спасибо большое, девочки. Сегодня, я Спасибо. надеюсь, наши телезрители вместе с нами узнали много нового, хорошего, интересного, того, что поможет вам.